прибегла к помощи Салямы, супруга пророка. Прибегла к помощи Салямы, супруги пророка. Но пророк произнес: клянусь Аллахом, если бы это была Фатима, то я обязательно отрубил бы ей руку. И ей отрубили руку. Смотри, тебе объясняют так. А вот, того убили из-за того, что он покаялся, он сказал, что совершил. Его догоняли, камнями побивали. А эту, которая на помощь просто пришла, ей руку отрубили. Ну смотри, в то время ценили как бы семью, семейство, а не то, что сейчас ебутся с кем хотят. А руки не ценили, а руки, конечности, это все не лишнее, да? Ну, мы скоро это узнаем. Все мы помрем, и когда мы помрем, мы узнаем. Вот и все бы. Ты просто, как тебе сказать, это нормально, как он справедливо произвел свой путь. То, что ему было сказано, то, что в откровении, то, что в Коране Аллах. Подожди, я понял. Измерение. Этот человек совершил. Я с пришельцами хочу улететь. Я не хочу умереть, я пришельцам улечу. Ты по-любому умрешь. Хочешь ты умрешь. Вот этот Милорад сублинал дает, она умрет, бля. Все умрет, бля, понимаешь? Как семью ценили. Вы знаете, что Мухаммед вообще семейные ценности. Ладно, смотри, давай, бля, вы реально заебываете. Вот один момент скажите, давайте. Простейший момент. Вы тут сидите, что-то тут говорите, именно нашу религию оскорбляете. Хотите что-то сказать, что для всего человечества, это религия для всего человечества. Если вы, вот ты говоришь, что ты поменял свою веру, примерно, обызи, я к тебе обращаюсь. Не поменял, вы поменяли свое родное на ислам, потом я просто вернулся. Ну окей, ладно. Ну окей, ладно, тогда один момент тогда, вот смотри, а что вы тогда, вот самый такой один грязный момент, я вам объясню бы, что вы тогда, бля, что-нибудь не сделаете против системы, когда, бля, система снимает в открытую, в церквях, бля, порнографию, реальную порнографию, бля, в монашеских одеждах, бля, ебутся там, бля, везде. Вот тебя мешают, почему вы это тогда позволяете? Пусть попробует кто-нибудь примерно на нашей стране такое сделать. Вы знаете, что будет? Делают. У вас мальчиков жахают в Афганистане, мальчиков делают. У вас мальчиков жахают. Что ты говоришь? Как у кого у нас было? Нет, 313 у нас... Нет, 313. Нет, 313. Можно я вам кое-что? Подожди, безбородых юных отроков жахают с подведенными, с тюрьмой. Мы с тобой Европе живем, подожди, и в России ты знаешь, сколько вот этих безбородых мальчиков было, которые, бля, нахуй, сами просто так жахаются друг с другом. Что ты кому-то хочешь сказать? Где ты видел? Где ты официально мусульманская страна? А почему ты тогда не живешь в мусульманской стране? Знаешь почему? Знаешь почему? Я сейчас вам объясню, почему. Да. Потому что не говори, вот что ты то же самое делаешь, только, пожалуйста. Смотри, если бы меня оставили бы дома, на моей родине, с моей полноценной семьей, не убивая их, не разрушая дома, бля, не делая войну у нас, нахуй. У тебя больше 50 мусульманских стран. У тебя больше 50 мусульманских стран, куда ты мог бы поехать. Почему именно в Европу, где пятую точку? Почему именно? Потому что сейчас настает то время. Потому что настало то время, когда мусульмане, христиане объединяются и будут давать пизды евреям, понимаешь? Нахуй жопу еврейскую, бля. Да. Я с вами не согласен. Не берите в друзья. 313. Подожди. Аллах в Коране говорит, не берите в друзья неверующих из числа христиан и иудеев. Не берите так, как они помогают. Сура Аль-Бакара и сура неверующие. Именно вот этих двух ты можешь конкретно почитать, послушать и понять, что именно, бля, вот эти кафиры, вот эти неверующие, почему-то вот эти, бля, именно это евреи. Подожди, знаешь, почему? Когда мы не мусульмане якобы оскорбляем, что-то говорим про ислам, ты истеришь. А почему ты аяты бля, слова Аллаха упоминаешь и бля. Это как понять? Ты же сам оскорбляешь. В арабском значит, но нет, бля, и что? Но нет, но нет, да. Ой, какой ты сложный человек. Можно вопрос? Смотри, не можно, подожди, без вопросов, я не закончил, дослушай.
Ты говоришь, почему он педики в страну На приехал. русском Вот означает этих сучка педиков, теперь. Что да слушай, делать? да слушай, да слушай, педиков именно вот этой стране, где я живу Народ, примерно, тапайте, и в пожалуйста. Германии, Токсик, спасибо. Гондон выключает мой микрофон, блядь, да. Не выключайте микрофон, Я блядь, не реально, выключал, блядь. я не трогал, это не я. Газовик, оставь, да. Я сейчас, клянусь, буду твою мать материть, блядь, нахуй, не выключай, блядь. Или ты, если ты не мазохист, блядь, ебаный. Слушай, вот этих педиков, блядь, сюда Это навязали мало, именно да. жиды. Именно жиды навязали. Вот в фильмах, вот этих, в Не, историях, прекращай, ну, 313. Слушай ты, блядь, алло. Не, ну нельзя так разговаривать. Ну зачем ты такой нацист? Это Ну, были нельзя же. вахи, да? Это были вахи, это не мы, да? Это были нет, да вахи, слушай, да. смотри, Луки, я когда ты говоришь, когда вот эти будут твои, блядь, Нет, 313, ну нацистом же нельзя быть. Зачем ты нацист? Так Что я не на- ты имеешь против евреев? Скажи, пожалуйста, а? Ты же нацист, Спасибо ты большое. здесь говоришь. Евреев. Я еврейскую жопу ебал, нахуй, бля, евреев ебал, нахуй. бля. Евреев, Ну, вы- твою жопу, Одну- подожди, Ну, ты зачем думаешь, ты так говоришь? что тебе не найдем? Вот Ты из-за меня, думаешь, что нахуй, тебе не бля, да. найдем? Я дойду, какой найдем, не найдем, кто от вас прячется, сучка, блядь. Я сам с вас Спрятаться. Ты спрячешься приеду и среди... уберу вас, трять евреев, клянусь я вас. Уберешь. уберу больше, Всё, чем всё, всё, Адольф, всё. бля. Хочешь Озар, список спускайся. скинуть? Все, не переходите на национальности, все, хватит, а то начнется сейчас. Хочешь тебе скину, как таких находим мы, как ты? Не, в Европу почему Сколько убежал, вопросов не хотела знаю, если задать? кого-то хочет поймать, там, настигнуть, а почему тогда в Европу убежали? Путин же вон там Долбится в сидит. жопе, потому, как его Мухаммед, блядь. Да, говорит, в Европе все долбятся, но хотят тут сидеть все. Я не знаю, 50, больше 50 мусульманских стран, куда могут поехать, но у них нет, надо туда, где долбятся. Алло. Это вообще, блин, интересные люди. В Европе большой спрос бородатых, потому. Слышишь, Локи, а ты На можешь ТикТок национальности посмотреть? не переходи, Узар. Бля, ебаный, бля, огурец, бля, нахуй. Не Это- пизди, бля, да слушай. Пока я гладу. Я вам опять объясню. Рядом такой Аиша. Подожди, да слушай. Не вмешивайтесь, голос подождите, все Владимир, подождите. Вот Хайнетек, хайнетек. тут вопрос хотели тебе задать, это Минель хочет вопрос задать тебе. Давай она вопрос. Я не закончил, зачем мне вопросы задавать? Я еще свою тему не Чтоб ты закончил. бля, успокоился, чтоб мне вот, вопросы задавать. ну, женский голос услышишь, успокоишься. Детский, хоть старческий, похуй, бля, какой голос. Давай, Я не без мата, закончил. без мата, вас давай, без слушайте. мата. Можно Эту не грубить, тему- пожалуйста? Сейчас, алло, бля, подожди Давайте секунду. немножко с уважением друг к другу будем относиться, хорошо? Тогда не вмешивайся. Мне просто понравилось ваше выражение, когда вы начали говорить, что мусульмане и христиане будут против евреев. А с чего вы взяли это вообще? Я не знаю, бля, где ты там, на толчке сидишь, у тебя какие-то звуки там, оттуда выйди, бля, и спроси, бля. Я опять объясняю, мусульмане, христиане объединятся, выебут в жопу евреев, бля. Закончим дело то, что художник начал. Осуждаю. Что несешь сейчас? Не, я не могу понять, это Аллах их так учит? Причем тут жопа, не жопа? Почему по-другому не может это Учение перефразировать? Аллаха и Мухаммада. Да, там он же ангела своего отправил посмотреть, как тот долбится с Мухаммадом, прикинь. Представляешь картину? И во сне показали ему, как шпилиться маленьким ребенком, который лежал, на кусочке маленькой ткани из шелки. Ему был показан этот ребенок, а еще маленький, новорожденный. И Мухаммад встал на нее 2 раза. Прикинь? И он потом пришел 6 лет на нее залезть. Я еще не могу понять, почему он христиане считает своими друзьями. То есть я немного тоже это не понимаю, ну ладно, это уже другой вопрос. Так вот у меня Хотя вопрос тоже к нему. вопрос, почему? В Коране написано убивать. Ну, Армат, ничего, поднимайся, Армавелла. Что это было сейчас? Скину на тебе что? Алвал, Дамову.
Не, просто я от имени, вот я не за всех христиан не говорю, я скажу от имени протестантов, потому что у православных своя тема, я за православных России говорить не могу, я за протестантов говорю, протестанты американские, вот, которые участвуют, Дональд Трамп, вот они протестанты. Вот я за них скажу, да, у нас с Израилем конкретно союз. Мы с израильтянами Давай сейчас союзники. это опять политику. Хорошо, это неинтересно. Я же говорил, что политику не обсуждаем. Поэтому мусульманами мы объединяться против евреев не будем. Я это хочу сказать. Мы это не будем объединяться. Православные тоже не будут. Это рыбам в воде понятно, что с ними никто не будет. Даже сами, которые следуют Корану, эти шииты, я не знаю, рядом не станут с ними вообще. Не то, что там другие религии, даже шииты с ними рядом не станут, у них один Коран. И то даже те, блин, их даже рядом с собой не поставят. Эти все шииты, даже Ахмад заходит, говорит, их надо всех, говорит, в тюрьму сажать, этих суннитов, короче, и преследовать, и сажать в тюрьму, короче, потому что это опасность для всего человечества. Ну, мусульманам такой вопрос. Если внизу мусульмане есть, и подниметесь, у меня вот такой вопрос. Вот мы, христиане, мы верим в Бога Авраама, Исаака, Израиля. Вот так называется Библия, имя его. Так сказано. Бог Авраама, Исаака, Израиля. Мы так говорим. Мы когда обращаемся и говорим, о, Бог Авраама, Исаака, Израиля. Да кому ты объясняешь, ему наплевать. Если вы... Им если по вы... барабану. Им нравится, когда ты что-то говоришь. Им надо Коран достать, аят, хадис, там что. Я хочу конкретно мусульманам сказать, если мусульмане сейчас будете подниматься, вы если верите в этого Бога, да, которого Библии, Бога Библии, да, то тогда, да, мы будем считать, что мы с вами верим в одного Бога. Но если вы не верите в Бога Библии, которой в Библии написано, то тогда мы считаем, что вы верите какого-то другого Бога, языческого. Поэтому мы не считаем, что с вами мы в одного Бога верим. В хадисе есть, прямо Мухаммад говорит номер, помните про родителей, оскорбление, номер кто-то помнит сейчас. Тут хадис есть у нас, прямо, где говорится, Мухаммад сказал, на этих чаще грехов является тот грех, который ребенок, человек будет поносить своих родителей, оскорблять. Люди спросили, о, пророк, такое возможно? И Мухаммад сказал, да, типа, быть может так, что кто-то возьмется оскорбить чужого отца, а тот ответ оскорбить его отца. А тот оскорбить чужую мать, а тот оскорбить его мать. Понимаешь? Это наитягчайших грехов. Получается, в его словах, это как бы тот, кто оскорбляет чужую мать, он оскорбляет напрямую не чужую, а свою мать. И ему записывается грех, как будто он с ней это сделал, своей родной матерью. Да, потому что 10 заповедей конкретно написано, почитай отца и мать свою. Отца и мать нельзя оскорблять. Ни чужую, ни своих, ни чужих. Отец и мать надо почитать. Отца и мать, прям закон такой. Это, я понимаю, обычно есть там еще другое тоже. Если они не христиане, то ты не как бы, и пока не возлюбишь Иисуса больше, чем их своих родителей, то ты не будешь христианом. Вот такие темы там тоже есть. Сейчас не про христианство тут. Давайте чисто на исламе остановимся. Слышишь, Локи, а ты не можешь посмотреть видео, которое я тебе скинул, или у тебя не получится? Там просто интересное видео есть. Сейчас через телефон. Ну не с этого, со второго аккаунта. У меня второй аккаунт есть, где мы с тобой общались. Там есть видео, там есть интересное видео. Хочу, чтобы ты обсудил его. Ну, именно с Европой связано. Ну, политику, говорят, тут нельзя же, поэтому мы политику не говорим. Англия, мусульмане вышли на улицу. Ну, там на конях просто ходят. Да, лидеры протеста на лошадях внесли флаг следом. Черный флаг, Африки. Блин, ну что тут можно сказать? Это, к сожалению, Англия, короче, уже все. Исламабад. Стопудово. Ну что там обсуждать, блин, вообще? Это к политике зайдет. Просто ну, там жесть полная, все уже финито Англии. Да, надо в своих странах надо разбираться. Сейчас уже надо разбираться в своих странах, потому что реально
Сейчас конкретно идет, конкретно сейчас будет реально в это жесткий будет сейчас замес, потому что или мусульмане попрут, и люди будут их останавливать в своих странах, или же им подчиняться, и все. Но у них сейчас агония началась. Тут вопрос Даже вот простой. новости были, Тут что вопрос наши простой. мамы начали говорить, что входи сюда, про собак неправильно трактуют, типа. То есть у них агония началась, они уже оправдываются по полной. Они, видишь, смотрите, они мусульмане, они не выиграли ни одной войны. Они вообще не выиграли ни одной войны. Они как сделают мусульмане? Они женщин запускают, детей запускают, за ними, за их спинами прячутся, рожают, потихоньку захватывают большинство, пользуются Шайтанов западными... рожают. С каждым новорожденным ребенком рождается один шайтан. А мусульман Да. там по 10, по 15 детей бывает, короче. У Да. некоторых еще аж там и по таким 50 образом- бывает. Так что таким образом они создают шайтанов, да. Да, таким образом они создают большинство и таким образом побеждают. Но если так посмотреть войны так называемых именно исламских войн, то последний раз вот я вот недавно смотрел, например, в Мекке подписали договор. Опять на политику, опять по договоры. Чисто хадисы, аяты. Тут в хадисах, аятах нету политики, там договора с какими-то странами, этого нет. Ну, ислам же это же политическая идеология, это же Не, ну она это связана нет, с нет, ну политикой. это там не так работает. Нет, ну как бы с чем не связано, с ислама не уходим, ну, как бы. Давай я тебя чуть спушу, а то сейчас ограничу. Фигня нашла тут. Политика я уже раза 4-5 тебя остановил. Сейчас лопнет эфир, короче, потом. Токсик, ты что, хочешь переехать, да, в Не, Англию? Не, просто я не понимаю, понял? Смотри, я могу это объяснить, это видео, что, ну, просто людям это нравится, не знаю, как объяснить, то есть, понял? Тут суть не в... Я просто не могу мнение сказать. Просто людям, наверное, ну, нравится, поэтому они их принимают, якобы. Тут суть не играет то, что, типа, это люди, их жалко, там, не знаю, они бедные, просто, ну, людям, видимо, по кайфу, то есть, я не могу это объяснить, может, ты точно это можешь объяснить, именно что связано с Европой, вот почему именно там такое происходит. Как бы я могу мнение какое-то примерно описать, но в целом я все равно не понимаю именно этих людей. Ну, я знаю каждого беженца, а он платит хорошие деньги. Может, она не, как бы не подумала, так что, может быть, такое решили принимать, себе деньги сделать на беженцев, а тут беженцы сделали они. Просто беженцы, получается, уже подстраивают территорию под себя, понимаешь? Вот, поэтому это уже проблема. Потому что их очень много, очень много. У нас так еще в Германии это, знаешь, сейчас идет. Ну, это вот, Говори, когда говори. он платит, короче, хорошие деньги за каждого беженца в месяц, минимум 5000 евро, как бы это хорошие деньги для любой страны. Ты массово принимаешь, массово дофига денег каждый месяц дохода талонов получаешь из-за того, что принял беженцев. Вот. У нас в Германии, например, хотят рассматривать то, чтобы запретить хиджабы и все одежды, которые закрывают полностью лицо, там, тело. И у нас мусульмане Франции протестовали. А? Во Франции запретили тоже. Запретили? Вот у нас в Германии хотят запретить, и очень много мусульман собралось в городах, начали протестовать и сказали, если, типа, запретите, то у нас, типа, война здесь начнется. Они так вот, один мусульман от всех мусульманов, от всех лиц сказал. Ну, а если они войну начнут в Германии, а кто этот пособие платит? Кто будет пособие платить? Ну, не знаю, кто будет там платить. Там побегут куда-то еще дальше. Америку, Китай. Ну, в Китай вряд ли они попрут. Что там их психушка ждет просто и все. Да, там быстро перевоспитают. Там очень быстро перевоспитают и пеньком под зад, короче, домой.
Там вообще с ними не шутят. Эти ваши Кстати, камасутрские книги там по канонизациям везде. Эти Кораны. Китайцам пасть открыть не могут. Ну, в всех больницы есть для от мусульман, которых лечат от ислама, представляете, костель. Охренеть, да? Без них надо, брать, на самом деле, немного. да, я видел у них там центры, они там поют, танцуют, там им устраивают всякие там какие-то вечера устраивают, короче, потихоньку. Уже потом, когда уже отошли более-менее. Винда позовем, Винда. Подожди, слышишь, Локи? А смотри, если какой-то, например, мусульманин, например, в Европе что-то выкрикивает, это можно под статью сделать, или это так уже не работает давно? То есть, например, или у них, или это все равно как-то Если призыв регулируется? есть, конечно, нет. Если Призывы призывы к все, чему-то, конечно, я не знаю да. просто. Да, если призывы к исламу, там, к восстанию. Просто зачем они едут сюда распространять, я не понимаю. То есть, почему их регулировать могут? Если, например, какое-то проявление, вот, не знаю, там, Ну, они ненависти, не вот. Там Они как ситуация, делают, что... к сожалению, знаешь, Аллах. Без слов, без слов. Короче, они что не учли, они большую ошибку сделали. Им надо было те законы, они хотят сейчас вести против хиджаба, никаба, там сюда-сюда. Эти законы надо было вести перед тем, как запускать их сюда. Вели бы законы, те приняли бы законы и зашли бы. А сейчас, когда они их запустили, с дозволением это делать, и просто потом это так, конечно, это какой-то трудец произойдет. Понимаешь? Но они пытаются каким-то образом такие мелкие ограничения делать там в школах или каких-то заведениях, что нельзя там приходить, короче. Такие вещи они делают, такие небольшие. Ну, нормируют там, да. Ну, особо они работать не хотят, им наоборот это под руку, короче. Они, да, чтобы не работать, одевают их, ты знаешь. Чтобы им отмазка была, типа, я религиозный человек, меня так на работу не берут, и им платят безработицу, просто из-за этого. Представляешь, как удобно все устроено. А я когда работал, он на одной фирме работал у голландцев, когда вот этот, по-моему, в этом, во Франции, когда там Секир Башка была, меня они позвали в офис, как раз они новость смотрели, я спустился вниз, они говорят мне, ты мусульманин? Они видели, что я там пару раз молюсь, я там прятался, молился. Они позвали, говорят, мне там двое их было, два шефа. Говорят, ты мусульманин? Я говорю, да, они окей, и все, больше не позвали меня. Сразу меня пикнули с работы. Прикинь. Маршал Дума Сергей. Машу, Приветствую всех присутствующих. приветствую. Отлично. Да, представляешь, Всех вот благ. как это просто с того момента стали криво смотреть. И это даже, если бы у нас осудили бы это, там, это была бы окей. У нас вместо этого его героем сделали. Не представляете? За сучий поступок такой героя сделать, чувака. Хватит нести чушь. Какую чушь? Как Фатима, как мусульманка, один аят или один хадис приведи, плюс женщины в исламе. Какой для тебя вообще один плюс можешь привести? Ты не тем занимаешься. Один плюс приведи мне, хоть в этой жизни или в раю приведи мне. Ты в раю будешь сутенершей. Ты будешь, если чудом попадешь в рай с мужем, то твоего мужа будут 72 стоячими грудями шлюх. Вот придется как бы их очередь ставить. Понимаешь? Вот в чем проблема. А если мужа не будет, то и так не проблема, то тебе там найдут мужа. Не переживай. И на земле какой плюс у тебя? Скажи.
Ты даже своим телом, короче, ты даже в сексе отказать не можешь. Откажешь от секса, короче, ты, кроме тех дней, когда месячные бывают. Кроме этих дней ты даже отказывать не можешь. Мужу, точнее. 1000. Какой 1000? Это по факту, да? Где там 1000? Если откажешь, все ангелы на земле и на небесах, короче, тебя будут проклинать до утра. И Аллах тоже вместе с ними. А если он умрет до того, как ты его сделаешь довольным обратно, тебе в жизни рай не видать. А он может, не сказав тебе, взять вторую, третью, четвертую шлюху, короче, и с ними шпилиться. А ему за это ничего не будет. А если ты пойдешь налево-направо, короче, вот тебе все, всю жизнь это, короче, камнями побить тебя и все. Аривидерчи. Не, подожди, а она вообще понимает, что, во-первых, она рожает от шайтана, и, во-вторых, какую идеологию она распространяет, то есть через своих же детей. То есть, Да, то есть да. это вообще страшно, на самом деле. Да, Ну, в это, исламе короче, с что каждым делать? твоим ребенком один шайтан. По исламу, по это пониманию. Смотри, много не рожай, а то много шайтанов родишь. Аллах спросит с тебя. Ни одного ни в Коране, ни в хадисах для женщины. Только больные, у которых мозгов нет, только будут в исламе. Я это 100% знаю. Приведи мне один хадис или аят. Я вас буду ебать как шайтанов. Я тебя буду ебать. Хорошо? Иди. Не, братан, мы не по мужчинам, это к другим можешь обратиться. Не, я понимаю, что он слишком возбужденный, но не, это не в этом Аллаха месте. я на бутылку его тоже посажу вместе с Аллахом рядом. Вот и все. Грешные люди. Старый пердун конченый, прикинь, поднимается, языка нету все равно. Вадима, ты знаешь, если ты стоишь, если ты сидишь дома, у вас нечего делать, ты все приготовил, чисто туда-сюда, все полностью, никаких дел. И муж смотрит на тебя, сидит, думает, что-то ты бездельничаешь. И он тебе говорит, иди, собирай 2 ведра камней и ходи вокруг дома. Ты пасть открыть не можешь, ты должна идти это делать, пока он тебе не скажет, тузик ко мне. Знаешь, тузик типа, отставить ко мне. До этого момента ты как гавкать. Если он скажет гавкать, клянусь твоим же Аллой и Машей, короче, и Наташей, вашей нами Аллы, клянусь, что как бы это так. Ты не можешь. Если ты не сделаешь в чем-либо недовольным своего мужа, ты бревно для ада. Полуумная, сказал Мухаммад, существо женщина. Кто тебя? Сейчас я на экран выведу, подожди. Полуумное существо, где говорит, смотри, сейчас тебя приведу. Сейчас посмотрим. И грудью кормить надо тоже. Смотри, Сахих Аль-Бухари тебе приведу. Очень хороший запись. Бухарик, знаешь Бухарика? Бухарик, смотри. Бухарик. Прочитаем. Я мозги промили, блин, себя мозги хотя бы поправьте. 6 глава. Женщины, у которых начались месячные, следует прекратить поститься. Вот арабский текст оригинальный, вот тебе если надо. Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен ими Наташка, сказал, однажды просранник Наташки, да благословит его Наташка и приветствует, вышел к месту мольбы в день жертвоприношения или в день разговения, а затем, проходя мимо собравшихся женщин, остановился и обратился к ним с такими словами: «О, женщины, раздавайте милость, ибо поистине мне было дано увидеть, что вы составляете собой большинство из окажавшихся в адском огне». Они спросили, почему же, о просранник Наташки? Он ответил, потому что вы часто проклинаете людей и проявляете неблагодарность, но по отношению к своим мужьям не видели никого из тех, кто не достает ума.
смотри, не видели никого из тех, кому недостает ума и совершенства в делах религии, то мог бы, подобно любой из вас, до такой степени лишь разума благоразумного мужчину. Ты поняла? Алло. Не видел никого из тех, кому недостает ума и совершенства в делах религии, то мог бы, подобно любой из вас, до такой степени лишать разума благоразумного мужчины. Женщины спросили: о, пространник Наташи, в чем же заключается наше несовершенство? В делах религии и недостаток ума? Они спросили. Он сказал: разве свидетельство женщины не приравнивается к половине свидетельства мужчины? Он, понимаешь, он говорит, свидетельство одного мужчины, одна женщина, это только половина, пол ума, пол мозга. Надо две женщины, это один мужчина. Они сказали, да, он сказал, это и указывает на недостаток ее ума, Мухаммад сказал. А разве женщине не следует прекращать молиться и поститься, когда у нее начинаются месячные? Они сказали, да. Он сказал, а это указывает на ее несовершенство в делах религии. Понимаешь? Вот и все. Вот достоверный хадис. Его передает Бухари, вот Муслим передает нескольких хадисов. Вот 180. Ан-Насрай передает 3 том, 187 страница. Ибн Маржан передает 1288. Ибн Хрен передает 5744. Аль-Будалай передает тоже. Аль-Шнир передает, короче. Вот все достоверные шныры передают. А ты можешь объяснить, поститься это типа воздерживаться или как? Я не могу понять, Ну, поститься. они, женщина малоумное, полуумное существо. Да, посмотри по милу. Агубалбусу, миловала. Асюли вах. Ада усюли. Аворида усюли. Дивичудой. А ерза шныр, он ахадис, юшуша, ауила ба, ахукуйбы. Алате, агайта. Алати ба, со нохчувон, санома кир швацон, алател камер. Красавчик, давай, повышил. Никого не поднимайте. Давай, халател камер. Рафаэл, благодарю. Алати, давай, Альберт, камеру включи. Мусульманский левый духом переполняется, короче, переливается духом, мужеством Аллаха. Давай, включи камеру. Давай, я жду. Давай. Включи микрофон и камеру, давай. Покажи дух мусульманский. Давай. Давай. Алати нахрен, камер. Вот, убежал сам. Благодарю. Так не, он просто понимает, что ему не за что качать, вот и все, поэтому смысл. Смысла нету. Тогда... Ему есть смысл не разговаривать, понимаешь? У него единственный смысл не разговаривать. А я Тиму, да вот видишь, вот как истерит Фатима, видишь, вот твой хозяин таких, как ты, ну, по исламу, если смотреть, полуумных существ. Вот как психует, когда правду видят. Видишь, когда раскрывают ложь, как они вас оскорбляют. Вот как истерит он. Видишь? Полуумное существо ты по исламу. Ты рот открыть не имеешь права. В чем говорится? Я тебе без конца буду читать эти хадисы. И аяты. Какой я провокатор? Я тебе ислам читаю, я провокатор, да? Маша Аллах, прикинь, я им читаю ихнюю религию, я провокатор. А Мухаммада что тогда? Он тоже провокатор будет. Аллах тоже провокатор. И все сподвижники провокаторы, и все имамы провокаторы, да? Ну, имамы, конечно, это... я сам не уважаю людей, которых я не уважаю и конченые на этой земле, это имамы. Еще тебе много приведу. Смотри,
Смотри, теперь по тебе буду приводить, раз тебе так интересно. Бухарик 29 откроем. Далеко идти не надо, в начале книги сборника аж. Вот открываешь, достоверный Бухарик. Достоверно Бухарик 29. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Наташка ими обоими, сказал: однажды пророк, да благословит его Наташка, приветствует, сказал, мне был показан адский огонь, и оказалось, что большинство из обитателей – женщины, проявившие неблагодарность. Его спросили, они не веровали в Аллаха? Он ответил, они проявляли неблагодарность по отношению к своим мужьям и не благодарили за благодеяние, которое им оказывали. Если ты долго будешь делать добро какой-нибудь из таких женщин, а потом она увидит от тебя нечто такое, что ей не понравится, то обязательно скажет, я никогда не видела от тебя ничего хорошего. Адский огонь, смотри, смотри. Адский огонь, вот. Хоть в жизни один раз ты такое скажешь своему мужу, вот один раз такое скажешь, смотри, один раз такое скажешь, и все, финита тебе. Понимаешь? Один раз. Смотри, их до хрена. Вообще полный. Тут весь ислам, короче. Только и про женщин, где упоминается, только и про это упоминается. Сообщается, Абдулла ибн Аббас, да будет доволен, его бла-бла, отцом сказал, когда при жизни прославника Наташки произошло солнечное затмение, он совершил молитву с людьми. Сначала он долго стоял, примерно столько, что это времени хватило бы для того, чтобы прочитать суру Аль-Ба'ара. Потом надолго склонился и в поясном поклоне, потом выпрямившись и стоял долго, но меньше, чем первый раз. Потом совершил долгий поясной поклон, занявший меньше времени, чем первый, после чего дважды склонился в земной поклоне, потом он встал и долго стоял, но меньше, чем первый раз. Потом совершил поясной поклон, который был короче первого, потом выпрямился и долго стоял, но меньше, чем первый раз, потом совершил поясной поклон, бла-бла-бла-бла-бла. Тогда пророк сказал после всего этого. А потом, когда уже оказалось показалось солнце, закончил молитву. Тогда сказал, поистине солнце и луна являются двумя знамениями из числа знамений Аллаха, и знамения их не случается ни из-за смерти, ни из-за жизни кого-то бы не было из людей. И поэтому, если вы увидите подобное, поминайте Аллаха. Люди сказали, о, посланник Аллаха, мы увидели, как ты взял что-то, находясь на своем месте, и потом мы видели, как ты отошел назад. Ответ на это пророк сказал, поистине я видел рай и протянул руку, чтобы взять гроздь растущих там плодов. И если бы я сумел сорвать ее, то, несомненно, могли бы питаться этими плодами до окончания этого мира. Кроме того, мне было показано пламя ада, и я не видел ничего более ужасного, то, что увидел сегодня. И я увидел, что большинство обитателей составляют женщины. Люди спросили, почему же так, о посланник Наташки? Он сказал, потому что они неблагодарны. Люди спросили, они неблагодарны по отношению к Наташке? Он также сказал, они неблагодарны по отношению к своим близким и неблагодарны за оказываемые им благодеяния. Если ты всю жизнь станешь делать одной из таких добро, а потом она увидит от тебя что-нибудь такое, что ей не понравится, то скажет, я никогда не видела от тебя добра. Дальше сообщается от Имрана, пророк сказал, я взглянул в рай и обнаружил, что большинство обитателей бедняки, и заглянул в ад и обнаружил, что большинство его обитателей женщины. Да, представляешь? Уготовь место. Сейчас, подожди, вот этот интересно, что зачитаю. Муслимчика, знаешь, Муслим?
Это достоверный раб. Сообщается от Усамы ибн Зайда, сказавшего: посланник Аллах сказал: я не оставил после своего фитны более вредоносной для мужчин, чем женщины. Вы самые вредоносные, что может быть на этой земле, по словам Мухаммада. Самые вредоносные, самые наиболее вредоносные, чем шайтан или что-либо. Женщины. Вы хуже всего вредоносные по исламу. Ни шайтан, никто не упомянул Мухаммад. Женщины упомянул. Нормально? Как неправда? Права нету, никаких, ничего нету. Топи еще за мусульманина выйди, если уже не вышло. Если вышло, скорее всего, проверь, у него по-любому будет там несколько жен. Ну, жен не назовешь, но шлюх, короче, которые, как-то, не знаю, себе уважающая женщина не пойдет к тому, у которого уже есть жена. Или та никогда не останется с тем, который уже залез на вторую и с ней живет. Это вообще капец. Что? Иди проверь, когда на работу ходит, может забегает туда. Договор может быть каким им удобно. Понимаешь, как? Так что посмотри, может где-то какая-то ислам принявшая Наташка где-то там обслуживает пока на работе или где-то еще там. Фатима. Бро, ты мусульманин? Приветствую вас. Я не мусульманин и не христианин. Приветствую. Я бы хотел задать вопрос. То, что они вот так плохо выражаются к женщинам, женскому полу, а от чего они рождаются? Чего? Так, объясню. О, хороший вопрос. Брат задал очень хороший вопрос, на который мы найдем очень хороший ответ. Очень Прям интересно. Да. Смотри, очень легко, брат. Бухари 5185. Передается слово Абу Хурейры, да будет доволен им Наташа, то пророк сказал: пусть тот, кто верует Аллаха и в последний день, не обижает своего соседа. И всегда обходитесь женщинами хорошо, ведь поистине были они сотворены из ребра, и наибольшой кривизной отличается его верхняя часть. Если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь ее, а если оставишь ее в покое, так оно и останется кривым. Поэтому обходите женщинами хорошо. Тут говорится, что она кривая, у нее верхняя часть, у нее мозгов нету, означает. Прямо, смотри. Наиболее кривозной отличается его верхняя часть. Мозг у женщины. Понимаешь? Безмозглая сотворена. Поэтому, говоришь, с ними относитесь хорошо, безмозглое существе. Вот. Из-за того, что из ребра создана, она безмозглая. Из-за того, что она безмозглая, с ней надо относиться, ну, как вещью, хорошо надо, бережно. Как машину покупаешь бережно, хорошо относишься, вот так. Надо относиться к бережно, хорошо, безмозглой существе, как Мухаммад сказал, женщине, безмозглая. Понятно, смотри, это же очевидно, что полнейший бред, да? То есть от ребра, типа, был одной части Земли тела, не хватило, другой. наверное, когда Адама создавал, Ну, земли не хватило. это опять-таки, да, это опять-таки идет христианство, какой-то версии, да, типа. Вот у них тоже там, тоже от части тела, другой части тела, вот род вышел женский. Да, Это да. какая-то, получается, то есть ихний Аллах повторял за другого бога, да, получается?
Конечно, повторял. У них же есть это. То есть у них собственной версии какого-то точного довода нету, как человек женский пол или сам человек. Опять-таки они тоже ссылаются на факт Адама, да, по-моему? Да, у них Варак, учитель у него был хороший, из Библии, истории выписывал то, что ему выгодно. Просто если так они выражаются, восхищают своей религией, там должно быть все досконально, все другое. А не то, что повторится за Адамом или его последователи другого там. Ну, почему они прямо вот лезут и иудаизму? Вот это же все их точные как бы данные, что христиане, что мусульмане. Почему у них собственного нету какого-то, допустим, точного такого ответа? Я тебе вообще жесткий, хочешь, приведу? Положение женщин, я сейчас приведу, очень хорошее, смотри. Очень хороший хадис приведу. Очень хороший. От Тирамису будет хадис. Сунан от Тирамису. Смотри, вот хадис этот, вот Сунан ат-Тирмизи сообщается, что пророк Мухаммад сказал: если бы я велел кому-либо совершать земной поклон перед другим человеком, то непременно велел бы жене совершить земной поклон перед ее мужем. Если кроме Аллаха, если это кому-то еще приказ был бы, то это женщинам был бы приказ поклоняться перед своим мужем. Настолько, короче, вы должны быть, короче, ну, послушанные, да, должны быть. Прямо положение, да. Там даже, нет, это даже с полузгляда. Даже взглядом, чтобы они поняли. С полузгляда они поняли, да. Если он обидится, что они не поняли, то за это тоже ей грех. Так что лучше сразу с полузгляда понять. Вот ни один мусульманин не поднимается, нет, да, это аргументов, чтобы это отмазать. Да, чтобы какие-то там, допустим, вот это же не вырывание из контекста, правильно? Ты можешь дальше Нет, конечно, это полный текст, это полностью от начала до конца читается. Да. Там не вырывание, конечно, это полностью такой повторенность. Да. Просто я удивлен по факту, что вот я проживаю в Российской Федерации, многие вот из числа мусульман из Азии, допустим, из Кавказа, они даже вот близко не знакомы с религией, представляешь? Близко. Не знаю, они посещают, может быть, мечети раз в полгода или там раз в год, но чтобы каким-то образом вот намекаешь. Они только, знаете, что знают? Только знают, как бороду отпустить и усы побрить, и побыть похожим на своего там пророка. И какой рукой подмываться или подтираться. Да, мне кажется, да, вот чисто такие эти арабскую гигиену как бы соблюдают и все. Блин, он просто, мне кажется, уже ума, не было такого. И чтобы что-то чем-то заполнить, это все, он херню какую-то придумывал и это писал. Мне кажется, вот это вот. Не писал, а рассказывал, что якобы это, как всякую херню, чтобы как бы что-то. Этот Коран видели, настолько он маленький, короче. За все пророчество его 20 чем-то лет, ему 6 тысяч чем-то стихов только не спослано. 114 сур только не спослано. А Библии там открыть, там, не знаю, он 100 раз больше, чем Коран, даже так посмотреть. Ну опять-таки, смотри, если я этот вот Библию... бред весь этот убрать, этот весь бред, если убрать, то вообще его там несколько там штук, максимум 5-6 страниц будет в этом Коране. До 10 пускай, но не больше. Мне очень-очень странно, когда вот этих двух священных книгах, допустим, упоминаются пророки евреев. Зачем они им там нужны? Я их вот это очень беспокоит. Зачем они им там нужны? Ну, у него ход был такой, чтобы евреев за собой повести, и он же потом... А у христиан зачем тогда? Вот зачем они лезут опять-таки евреям? Вот христиане зачем вы лезете? У них там идет закон Моисея, там идет закон не знаю кого-то.
Блин, христианство хорошо не знаю, брат. Я не могу сказать. А насчет вот ислама, я Мухаммад плакал, сидел, ныл там, говорил, если бы за мной последовали бы 10 иудеев, то последовали бы все остальные. Его нахрен все посылали просто. Там один еврей... ну, конечно, пошлют, потому что того времени он столько вот этих таких поступков делал. Он же был ОПГшником, получается, да? Он кем угодно, Осуждаю, конечно. кем угодно. Потому что он возглавлял такую мощную группу, что грабил и насиловал, как бы. Да, да. Осуждаю ТикТок, осторожно. Плюс 39. Вот встречаю, вот в Библии там некоторые там стихи, вот слушаю их, вот этих преподавателей. Закон Моисея. Моисей кто? Это, очевидно, по происхождению евреи. Там много чего касаемо Даже Иисус евреев. же был, подожди, Иисус же тоже был евреем. Ну да, был евреем, но опять-таки они христианство придумали так, опять касается все через евреев. Ну там Иисус говорит, я был послан сыном Израиля, дома Израиля, короче. Где женщина помощь просит, тоже он отказывался, уходил, пока его ученики не уговорили. Он говорил, я послан Да, вот сыном, да. я много евреев в ТикТоке знаком, не один, а многие рассказали, что он возглавлял каких-то групп евреев, и в связи с этим был раскол среди них. Но они говорят много чего выдумано в отношении евреев, потому что они радикально вот описывают в отношении, допустим, Христа и его там убийства, все подобное. Просто удивляюсь, мне очень сильно вот этот не то, что вот не то жалко, не то радоваться, что в Коране они там прямо упорство следуют за пророков евреев, что в христианстве. Неужели не было обновлений какое-то, допустим, да? Или какие-то, ну вот это очень как бы Не, приводит к сомнению. Самый прикол, если с исламской стороны смотреть на эти все три религии, это если подумать, что это от Аллаха, это вообще бред получается. В Торе свинина запрещается, в Библии разрешается, в Коране запрещается. Он на одном слове не мог стоять. Он думал, делать, не делать, знаешь, как дагестанец это там. Думал, сделать. Ну типа под выбор сомнений, да, типа вот что как делать, чтобы окружающие вот эти религии к нему были лояльны, наверное, чисто из-за этого, мне кажется. Вот тут одним хоронит чеченцу объяснял сейчас. Слышишь, Локи? Да. А почему у тебя такие заряженные шизы залетают? Ну, именно мусульмане. Это ж пиздец. Не, вот самое смешное сегодня было, я же говорю, он говорит, христиане, мусульмане объединятся против, блядь, это ж пиздец. Почему у тебя каждый раз какие-то, ну, они ж ёбнутые. Хорошо, объединяться ради чего? Ну, чтобы нас уничтожить, да? Да, против евреев. Они ж херню несут. Да, Не, допустим, против, допустим, не христиан, евреев и все подобное, да, типа объединяться? Нет. Мусульмане, христиане, он говорил, что вместе будут против евреев. Нифига себе, они преимущественно используют все еврейские, допустим, имена, носят 2000 лет еврейские имена, и потом начинают их, допустим, и народы этих пророков угрожают и расправой. Коран бред несет, они Аллах им говорит, запрещает брать друзья сами себя христиане. Не, согласитесь, вот 2000 лет, что христиане, что, допустим, мусульмане, носят конкретно их имена. Поражаются поступками пророков евреев, допустим. А вот их предков... Да не, судный день, все равно ты что думал, судный день не наступит до тех пор, пока... И где ваша справедливость? Бро, судный день не наступит до тех пор, до того момента, пока каждый камень и дерево не будут говорить мусульманину, за мной прячется еврей, иди убей.
осуждаю. Прикинь, вот. Вот Да, осуждаю. мама, Я это неоднократно слышал. Я просто чисто вот так, как бы, не то, что вот хочу там им доказать, я говорю, вот просто чисто такой вот логический вопрос. 2000 лет, 1500 лет носите имена евреев, но при этом ненавидите их потомков. Ради чего? Тут вопрос, ради чего? Потом сказал, что это их... Потому что еще да, Локи поражаются поступками пророков евреев, да, какие они были там, какие хорошие дела делали, там все подобные поступки для человечества. Но в итоге ненавидят потомков этих евреев. Просто мне за вас стыдно, честно. Есть то же самое, такие же христиане. Но их мало. Они не знают, что такое стыд.